Милашину очень порядочная женщина, говорит Мартира Карл. Давайте поговорим о Милашине. И не только, скорее всего, не столько о Милашине мы поговорим, сколько мы поговорим о событиях, которые произошли во время оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Во-первых, я бы хотел бы начать с обращения к Елене Милашиной. Елена, вы сделали большое дело, связанное с расследованием массовых убийств, которые были в 2017 году были совершены вашей страной, вашими чиновниками, российскими чиновниками. И, конечно же, как гражданка России, и исходя из того, что в России больше нету людей, которые нам помогают, которые очень мало, скажем так, говорят правду, я не знаю, с какой целью вы это делали. Делали вы это для того, чтобы навредить Кадырову, или вы делали это как профессиональный долг для восстановления справедливости? Но для тех людей, чьи родственники погибли, а потом некоторых, как мы знаем, осудили на большие сроки, тех, кто не был казнен, благодаря в том числе вашему вмешательству в это дело, я хочу от себя лично передать, выразить свою глубокую благодарность и к вам личное уважение. Вне зависимости, для чего вы делаете, даже если вы делали по заданию ФСБ, чтобы свергнуть там Кадырова, да, для нас, для этих людей это была большая польза. И я могу от чеченца, от кадыровца какого-нибудь или еще кого-нибудь, я могу от него требовать, или даже от нашего русского, который наш гражданин, требовать, что ты не имеешь права, ты гражданин этой страны, то, что ты занимаешься, пророссийские позиции занимаешь, что ты предатель. К вам я этого не могу сказать. Вы гражданка России, и ваши спецслужбы, даже если кровавая террористическая ФСБ, это ваши спецслужбы. Да? И я не могу вам ставить вину, что вы работаете там. Надо признать, не хотя, что даже в ФСБ есть нормальные люди. В том числе был такой Александр Литвиненко. И я думаю, что еще они там имеются. Их очень мало, как и по большой части русских в России. Ну, сейчас не об этом, да. Вы сделали большое дело. Вы очень смелая женщина. Сейчас, в данный момент, то, что вы сейчас расследуете, я хотел бы донести до вас свою информацию. Говорят, что вы сказали, в вашей газете вы там написали большую статью, подробную, с некоторыми моментами я не согласен, конечно же, но надо признать, что по большей части я согласен. Все, что вы сказали, это правда. Все, что вы там сказали, это истина. Может быть, отравления не было, может быть, попытки отравления не было, но в планах, возможно, это было, в планах. Может быть, и была эта попытка отравления, я сейчас не буду забегать вперед. По моей информации, которую я располагаю, до сих пор находятся люди в застенках, не только этот мэр Аргуна, который в очень тяжелом состоянии сейчас находится, есть еще люди, которых тоже пытали, и это только то, что касается заговора против Кадырова. Есть еще и другие, которые тоже томятся, которых незаконно пытают, убивают, и этот конвейер под конфетти, под салюты, украшенные там светодиодами город, происходит этот геноцид, это продолжается. Ну, сейчас поговорим только о том, что вы расследовали это дело. Так вот, Елена, все, что вы говорили, еще раз говорю, это правда. И то, что сейчас происходит на наших глазах, вы видите, что вас пытаются там как-то съязвить, уколоть, там как-то пытаются, я не знаю, оскорбить какими-то дешевыми этими, не буду сейчас выражаться, своими какими-то там этими вещами. И Кадыров реально предотвратил
раскусил, раскрыл заговор, который против него был. Возможно, есть такая версия, мы тут с товарищами, со своими соратниками обсуждали этот вопрос. Возможно, есть у нас две версии по этому поводу. Как одна версия, то, что Кадырову подбросили вот этого мэра, как бы, чтобы он его замочил, загасил и потом его свергли. Есть вот одна из таких версий. Есть вторая версия, которая вот реально был заговор. Абти Алаудинов хотел стать руководителем нашей, ну, гауляйтером, да, от вашей страны, в нашей стране. И это у них не удалось. Первая причина, почему Кадыров так рьяно взялся, вы говорите, были прослушки, и по прослушке было вычислено, что Кадырова ругают. Да, мэр Аргуна иногда любил говорить там нелицеприятные вещи в своем кругу на Кадырова, и потом, когда его начали пытать, вот сейчас уже, когда уже его взяли, его начали пытать, он, конечно же, сдал всех, потому что я знаю, как они пытают людей, да, я знаю, что под Москвой, в Одинцово есть секретная тюрьма ФСБ, и я знаю, как там пытали людей, я знаю, как там убивали людей, я знаю, как люди умоляли убить их, так долго пытали. Поэтому мэр Аргуна не такой идейный, как тех, которые ФСБ пытала в Одинцово. И еще есть другие тюрьмы на территории России, не говоря уже о секретных тюрьмах в оккупированной Ичкерии. И люди, муджахиды, защитники, потом, когда это уже дело перешло в такую исламскую войну, да, антироссийскую войну с исламским уклоном, эти люди очень идейные были, но очень мотивированные были умереть даже за свои взгляды. Эти люди, этот человек умолял убить его. У него из ушей, из глаз, из носа, из всех частей тела выходило все, кровь шла, его так долго били током, и он умолял убить. И я думаю, выдержать эти пытки очень сложно. ФСБ умеет пытать. И как мы знаем, вот во время убийства вот этих 27 человек и 13 человек в Старопромысловском полку Ахмада Кадырова, где этот рыжий Аслан курировал это убийство, курировали их ФСБшники, могу вам сообщить, и многие заинтересованные об этом уже знают. И, конечно, ФСБ умеет еще со времен НКВД, ЧК, ну и КГБ и так далее убивать, и они будут делать то же самое с русскими. Они уже делают, уже не так сильно, не так массово. Сейчас крымских татар они сейчас терроризируют, потом будут массово, когда русские встанут, если они встанут, будут убивать русских. Так вот, вот этот мэр Аргуна рассказал, что у него были пособники. Трудно было не понять, когда есть человек, который сейчас, который выгораживает Алаудинова и хает очень сильно Кадырова, что вот это не был заговор, что это там и так далее. Да, это был заговор, это была попытка свержения ненавистного Кадырова как Бортникову, директору ФСБ, так и Алаудину, вот этим другим людям, которые оказались, если вы вчера смотрели, вчера, по-моему, был этот выпуск, когда они там рассказывали и Алаудинов, и бывший этот министр МЧС, и вот там второй, третий, кто уже уволен, кто в отпуске в октябре. Для меня было непонятно, в октябре все разом уходят в отпуск. Да? Вот сейчас я выйду, говорит Алаудинов, из отпуска, и я всех накажу. Алаудинов, видимо, вымолил себе смерть, но жизнь вымолил он ее не потому, что он хорошо умеет умолять, даже рыдая, как он умеет рыдать. Нет, он вымолил, потому что ему повезло, пока повезло, что Кадыров не может вот так демонстративно убивать генерала, бандита МВД, там, замминистра МЧС, ну и так далее, и так далее. Но то, что их карьера закончилась, это однозначно. Больше Кадыров им доверять не будет.
И нужно признать, при всем при этом, я не знаю, Кадыров сам это делает или нет, но сейчас Кадыров повел себя очень мудро и не рубил с плеча, как он иногда там любит включать там дурачка и всех там гасить направо-налево. Нет, сегодня он повел себя, скажем так, мудро. Видимо, и сам помудрел, или поумнел, или же просто боится очень сильно, или есть хорошие советники, которые ему быстренько все разъяснили. Кстати, мэра Махачкалы, говорю, Аргуна мы так и не увидели, потому что он, и еще есть другие люди, которые томятся. Поэтому я всецело подтверждаю каждое ваше слово, за исключением некоторых моментов в вашей статье. Я имею информацию, достоверную информацию, что чистки шли, что попытка покушения, свержения, скажем так, не покушения, а свержения Кадырова и его вот этого ближайшего круга патриота, лорда, кто там, Демельхано, вот этой кучки, и для того, чтобы этот, как его, плачущий министр, как его, Алаудинов возглавил эту ситуацию, и было трудно Кадырову не понять, что против него готовится заговор, потому что вот такая активная работа началась там по его дискредитации, потом и так далее. И то дело, которое началось с 2017 были эти убийства, и в 2018 году началось вот это расследование, и которое сейчас привело к гибели, я в этом не сомневаюсь, гибели этого Тамерлана непосредственного там участника и убийцы вот этих 27 человек, вот этого Тамерлана, помните, вот с такой репой, который мечтал стать великим полководцем Тамерланом. И дальше там же, как мы все знаем, есть вот эти все первые лица, которые есть, и ФСБ все это курирует. И, возможно, это должно было стать катализатором. Это был очень удобный такой повод, но это делалось не ради справедливости, не ради этих убитых людей или родственников, а для того, чтобы свергнуть Путина, Кадырова, а потом уже и Путина. Путин это понимает, и, конечно, он Кадырова пока не сдаст, пока он ему нужен. Кадырова сдадут только в случае неминуемой гибели Путина. Вот неминуемой смерти Путина будет сдат, если это спасет Путина, вот только тогда. Там очень хорошие позиции у этого Кадырова. Поэтому еще раз подтверждаю ваши слова. Попытка свержения была. Сейчас переиграли, аккуратно переиграли, неплохо переиграли. Заставили вот этих всех дважды предателей сыграть спектакль. И, конечно же, их карьера закончится. Возможно, даже и жизнь их не закончится, потому что они уже представляют угрозу. Они имеют ресурс, у них все будет отобрано, без сомнения. Все преступно нажитое вот их имущество будет отобрано, так как богатый оппонент, он в 10 раз, в 100 раз опасней, чем бедный, да, враг или оппонент. Еще раз выражаю вам свое глубочайшее признание, благодарность, и я надеюсь, что вы не будете, скажем так, делать что-то против совести, прикрываясь большими, святыми, светлыми идеями ради того, чтобы достичь каких-то других результатов, прикрываясь вот такими святыми для нас, чеченцев. Каждый чеченец, которого убивают, ваша страна, ваши чиновники, для нас это чеченец целый мир. Каждый чеченец, который сидит в тюрьме, которого вы запытываете, и все чеченцы сейчас находятся в заложниках, и с ними можно делать все, что угодно, можно убивать, пытать, запугивать. Я здесь нахожусь, и мне поступают угрозы, меня заказали, за меня уже заплатили, и так далее, но это делает ваша страна.
И я бы очень хотел бы видеть в вашем лице, пускай российского чиновника, российскую журналистку, которая имеет свои контакты в ФСБ, но, по крайней мере, не подлость вот с таких людей, как вы. Анна Политковская, которая является единственной женщиной, не чеченкой, награжденной высшей честью, высшей наградой чеченского государства «Честь нации», единственная женщина не чеченка, скажем так, в какой-то степени ей тоже не доверяли. Ну, мы так привыкли не доверять русским. Не мы, чеченцам уже, если честно, не доверяем, потому что КГБ делает все возможное, чтобы вот запутать и как-то нам навредить. Я надеюсь, вы честный и искренний человек, и спасибо вам большое, Елена.